Доброго времени суток всем! Сильнейший ураган разгулялся в священном для мусульман городе Мекке. На город обрушились настолько сильные дожди и ветер, что автомобили переворачивало, и они тонули в потоках воды. Молния ударила по башне с часами самого высокого небоскреба Мекки. Климатические катаклизмы, с которыми мы, как человечество, сталкиваемся прямо сейчас, лавинообразны и все более масштабны. Если вы готовы услышать правду и не боитесь краха своих иллюзий, то послушайте ответ, почему пострадали святое место и страдает много других территорий на планете. Это наказание или что-то другое? И есть ли на планете святые места, которые не затронет климатический Цербер? То, что мы видим, даже, вот, извините, последнее, то, что в Мекке произошло. Ведь многие мусульмане взволновались и говорят, за что это нам? И вот, как сказано в том же Коране, сура 11, 117 аят, Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. И ключевое здесь — справедливость. И вот очень интересное высказывание также есть в Коране, которое гласит: ведь Аллах не поступает несправедливо с людьми, любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки. То есть то, что мы сделали своими руками, за это мы и получили то, что происходит. Создали хорошее или сделали что-то хорошее, и к нам Аллах хорошо отнесется. А если мы убили океан, если мы разрушили этот мир и разъединили, то же самое получим и от него. Все по справедливости. Что заслужили, то и получили. Нет святых мест, которые воистину были бы святы, которые бы мы своими руками не обрекли на погибель вместе с нами. И разве это несправедливо? Когда нам давался шанс, когда нам давалась возможность, а вместо этого, вместо того, чтобы возлюбить ближнего, вместо того, чтобы спасти весь этот мир, мы возвели друг друга. Мы променяли нашего Бога на деньги, Аллаха на злато, честность, порядочность, человечность, на возвышение самих себя перед такими же, как и мы. Вот где правда, и вот в этом справедливость. Все, что заслужили, то мы и получим.